театре драмы имени Виктора Савина сегодня артисты не устают принимать маленьких гостей. За день отметить наступающий Новый год здесь успеют 300 одаренных детей и еще 150 малышей с ограниченными возможностями здоровья. Друг за другом пройдет сразу несколько елок. Главная часть праздника на сцене, но и в холле детям есть чем заняться. Мы сначала просмотрели такой маленький спектакль с скоморохами. Потом мы встретили Деда Мороза и Снегурочку. И вместе с ними мы водили хоровод. Поучаствовать в поздравлении решили даже спасатели республики со свойственной им заботой. Рассказывали детям, как правильно вести себя на новогодних каникулах. В первую очередь это безопасность, да, соблюдать меры безопасности. Любой Новый год он не может пройти без пиротехники. Соответственно, мы проводим расширенную работу, то есть вся пиротехника запускаться должна только с присутствием взрослых. Здесь же всем желающим наносили аквагрим и дарили подарки. И вот теперь все маленькие зрители сидят в зале. Добрый день, честной народ! Нужно встретить Новый год! Публике на удивление мы покажем представление! Сказка по щучьему велению, так знакомая каждому из нас еще с детства, вновь оживает уже для современных детей. Подготовили спектакль артисты драмтеатра буквально за 3 недели, но результат удивил, а самое главное, подарил детям настоящие чудеса. Ну, голодно! В дом вступайте, а воды не расплескайте. Летающие топоры и дрова, убегающие ведра, ездящая прямо по сцене печка. Сегодня все было как в настоящей сказке. Повествование режиссер спектакля Евгений Сафронов изложил в стихотворной форме, а еще дополнил новым смыслом. Теперь вечно ленивый Емеля, все делающий лишь по щучьему велению, становится отважным и очень деятельным. Ну и как в новогодний показ без главных героев. Дружно силы соберем, Дед Мороза и Снегурку вместе громко позовем! Дед Мороз! Снегурочка! Зрители сегодня не самые обычные. Победители олимпиад, конкурсов и соревнований. Те, кто с юных лет славит свой район и свою республику. Старания артистов дети оценили. Мне в спектакле понравилось, как Емеля встретила щуку. Чтобы сказочным было не только представление, но и вообще вся атмосфера праздника, специально для холла художники театра тоже сделали оформление и декорации. Здесь можно и поиграть, и просто сфотографироваться. И, кстати, все фотографии распечатываются тут же, и каждый может бесплатно забрать их домой. Кстати, всего столица Коми подарит праздник 1500 детей. Республиканская филармония приготовила для своих маленьких гостей подарок в виде мюзикла «Золотой ключик». Его покажут уже в воскресенье. В рамках акции «Добрый Новый год» на следующей неделе пройдут сразу 3 новогодние елки-главы. Маленькие сироты, дети на лечении, малыши из нуждающихся семей в волшебную праздничную пору. Без внимания не останется никто. Любовь Филиппова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.